В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус инфицированных клещей. У нас в республике также существует риск заражения этим заболеванием. Поэтому важно знать о симптомах, профилактике и лечении. Гости у нас в студии сегодня Татьяна Дмитриева, профессор кафедры педиатрии и хирургии медицинского института СВФУ, врач-инфекционист. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, насколько актуален вопрос заражения энцефалитом у нас в республике? Ну, актуальность растет. Многие годы для нас это была совершенно, не то что совершенно неизвестная, но очень редкая патология. Но с последние 11 лет на фоне глобального потепления количество клещей увеличивается. Соответственно, увеличивается число инфицированных клещей, и у нас появляются случаи заболевания. У нас в 2023 году был первый случай клещевого энцефалита у ребенка. До этого не было. А вот в 2023 году у нас был первый такой ребенок. Случилось это в 2023 году 4 наших района республики были признаны эндемичными регионами по клещевому энцефалиту. Это Ленский, Алекминский, Нюрнбергский, Алданский районы. Но укусы клещей и больные с клещевым энцефалитом у нас и из других регионов есть, из других районов республики. В частности, город Якутск. Укусы есть и практически во всех дачных территориях города Якутска. Везде есть укусы клещей, есть инфицированные клещи и есть случаи заболевания. А каковы первые признаки клещевого энцефалита? Острое инфекционное заболевание – это высокая температура, интоксикация, сильная головная боль, жалобы на боли в области мышц, суставов, ломота. Могут быть признаки менингита, то есть запрокидывание головы, рвота, маленьких деток выбухание большого воротничка. Но это такие серьезные признаки, которые, менингит бывает не только вызванный вирусом клещевого энцефалита, разными причинами, но тем не менее вот одна из форм клещевого энцефалита тоже такая. Или еще хуже форма – это энцефалитическая форма, поражение собственного вещества головного мозга, крайне тяжелая форма, протекающая с высоким риском смерти, угрозы смерти и, по крайней мере, инвалидизация. Энцефалит – это то заболевание, которое не бывает без интеллектуальных потерь. Они бывают минимальными, а бывают катастрофическими. Но в любом случае человек, переболевший энцефалитом, имеет некоторые проблемы потери интеллектуальной. А насколько быстро в среднем проявляются признаки, симптомы? Инкубационный период от 2 дней до 14 дней. А что из себя представляет прививка от энцефалита и кому нужно ее ставить? Прививка – это профилактическое средство. Что значит, что из себя представляет? Укол представляет из себя, который нужно делать трехкратно. Полноценная схема вакцинации – это трехкратное введение вакцины. Есть несколько схем. В общем, длительность схемы от 9 до 12 месяцев. Это длительная вакцинация, трехкратная, но зато она дает защиту на 3 года. И затем ревакцинация однократно. У нас сейчас в основном делаются схемы вакцинации экстренные для декретированных лиц, то есть это студенты, которые на практику выезжают в лес, биологи, геологи и сотрудники лесоохраны, лесной пожарной службы и так далее. Им делается ускоренная вакцинация в течение месяца, но она не дает длительной защиты. Им каждый год приходится снова это делать. Поэтому лучше заблаговременно озаботиться. Начинать вакцинацию надо где-то осенью, в октябре-ноябре, для того, чтобы к весеннему сезон клещей – это весна-лето. В наших условиях практически конец мая, июнь до августа, чтобы к этому сезону человек имел иммунитет. А насколько эффективна эта прививка? Как все прививки, эффективность не менее 86%. Это обязательное условие для регистрации вакцины. Но, тем не менее, все-таки есть процент, что есть возможность заболевания. Нет ни одного биологического препарата, который дает 100% гарантию. А детям можно ставить такие прививки? Да. Лет? До года запрещено. Старше года есть. Не каждая вакцина разрешена детям, но есть вакцины, которые разрешены детям с годовалого возраста. А можно же ли заразиться энцефалитом от человека? Нет. Это трансмиссивная инфекция. Резервуаром
являются инфекции в природе, являются животные. Клещ кусает животное, потом кусает человека. Является передаточным механизмом, передаточным звеном вот этого вируса. Кстати, надо сказать, что клещевые инфекции – это не только клещевой энцефалит. Их достаточно много. Клещи много заболеваний передают. Например, клещевой боррелиоз. У нас был зарегистрирован случай клещевого боррелиоза у ребенка на территории дачного поселка по Вилюйскому тракту. И вот тут надо сказать, что когда клещевой боррелиоз имеет место, не обязательно будет укус клеща. Вот он может передаваться через молоко. Дело в том, что резервуаром являются козы, ну, овцы, козы. Но поскольку у нас козье молоко теперь панацея от всех болезней, это очень популярно покупать козье молоко, давать ребенку. Так вот, любителям хочу посоветовать только кипяченое молоко. Потому что если животное инфицировано, оно само не болеет, у него нет никаких признаков заболевания. Это выглядит как здоровое животное. Но если оно инфицировано, его молоко может заразить вашего ребенка. Если вы покупаете козье молоко, обязательно кипятите. А что убивает вирус энцефалита? Ну, если говорить о профилактических мерах, то это репелленты. Есть репелленты, защищающие от клещей для использования у человека, и есть репелленты, которые на территории защищают, обрабатывают территорию. Что если вы живете на даче, ну, озаботьтесь, чтобы свою территорию обезопасить от клещей. Если вы собираетесь в лес, то пользуйтесь репеллентами для личного использования. Ну а по поводу лечения, если мы говорим о лечении, нету препарата, напрямую действующего на вирус клещевого энцефалита. Нет таких препаратов, как антибиотики для бактерий, вот для вирусов таких препаратов нет. Ну а можно ли вылечиться от энцефалита? Вылечиться можно, но здесь речь идет о том, что да, люди выздоравливают, не все умирают от клещевого энцефалита, но, еще раз повторяю, если это реальный энцефалит, именно энцефалитная форма клещевого энцефалита, то будут проблемы интеллектуальные. Они не всегда прямо вот такие катастрофические, когда человек становится инвалидом. Они могут быть эфемерными, незаметными. Но, например, ребенок в 2 года переболел энцефалитом. Потом в школе он учится, ну так, средненько, троечки. А если бы не энцефалит, возможно, он учился бы на одни пятерки, вообще из него мог бы Эйнштейн вырасти. Страдает когнитивное мышление, логика, страдает ассоциативное мышление. Вот такие проблемы после себя оставляет энцефалит. Ну, вот еще важно, наверное, отметить, что делать, когда вот уже обнаружен клещ. Да, значит, если вы обнаружили клеща, сейчас в интернете огромное количество всяких советов, что нужно делать, нужно шприцом, маслом, там еще как-то. Нет, все это не работает. Значит, запомнить надо одно: дергать нельзя ни в коем случае. Вообще, в идеале, вы должны обратиться в медицинское учреждение, где вам профессионально удалят клеща. Но если это невозможно, вы где-то далеко, в лесу, клеща нужно удалить как можно быстрее. Значит, вы можете сделать это пинцетом, лучше всего медицинский хирургический пинцет. Если нет, подойдет любой пинцет. Нужно зацепить клеща как можно ближе к коже. Головка у него ушла внутри кожи. Вот надо его ближе всего зацепить и медленными, аккуратными, осторожными движениями его крутить. В какую сторону крутить все равно. Выкручивать его медленно. Обычно 2-3 оборота, и клещ выходит. Если даже пинцета нет. Нитка. Нитка достаточно прочная, чтобы и в то же время не очень тонкая, чтобы она не перерезала вот этот хоботок его, сделать петельку, надеть и такими же медленными расшатывающими движениями попытаться вытащить клеща. И какие основные правила профилактики укуса клеща имеются? Ну вот пользование репеллентами, личного пользования, репеллентами для обработки территории. Если вы собираетесь в лес, то, конечно, это зависит от погоды. Но, тем не менее, надо понимать, клещ сидит в траве и в кустах. Он с дерева на вас не прыгнет. Поэтому нижняя часть, штаны, вы должны быть одеты в хорошую обувь. Штаны заправлены в носки для того, чтобы не было доступа к
телу. Но если вы хотите полежать на траве, это риск. Потому что клещи – это трава. Они сидят на траве, на кустах и реагируют на тепло человека, ну, не только человека, любого теплокровного животного реагируют, и они прыгают и таким образом присасываются. Мгм. Вот я еще недавно вычитала, что случаи заражения, вот укуса, точнее, были в Мирнинском районе, да? Вот, возможно, вы тоже знаете какие-то примеры, которые уже в этом сезоне были выявлены. Ну, есть случаи, у детей мы пока не фиксировали в этом году, но всего у нас было 3 случая клещевого энцефалита. Первый случай был в 2023 году, и 2 случая было в 2024 году. Все крайне тяжелые, 1 ребенок погиб. И на что хотела бы обратить внимание, люди наши, мы так долго жили в благополучной ситуации по клещевым энцефалитам, у нас не было клещей, действительно не было. В свое время, когда я в аспирантуре училась в городе Санкт-Петербурге, я хотела дежурить в отделении энцефалитной и сказала, что я никогда не видела клещевого энцефалита. На меня с таким удивлением посмотрели, сказали: доктор, вы из Сибири, и вы не видели клещей. Не было у нас этого. Теперь есть. Люди наши не знают об этом. Один из детей, который вот тогда у нас был с клещевым энцефалитом, у него уже был укус. С него сняли клеща. Отправили клеща на исследование. Но когда ребенок заболел, даже в голову не пришло, что это может быть клещевой энцефалит. Думали, что это ОРВИ, думали, что эта девочка купалась, простыла, вот у нее поэтому температура высокая. Надо помнить, что, вот, чтобы люди понимали, клещи теперь для нас настоящая реальность. Это наша жизнь теперь. Надо думать об этом, надо помнить об этом. Мы в очень благоприятной среде, в общем-то, по большому счету, природной живем, не опасной. У нас нет ядовитых животных, ядовитых насекомых, у нас не было клещей. Теперь вот эта опасность к нам пришла. Надо быть более внимательным к этому. А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что вот, ну, вытаскивать этого клеща? Как они выглядят? Как их можно распознать вот в теле, увидеть какого цвета? Ну, размера? лично я с человека не снимала. Я снимала с собаки. Вот у меня дома на даче у собаки был клещ. Сначала, когда я гладила, я ощутила такое образование круглое. Когда увидела, он был там 1,5 сантиметра, наверное. Это его брюшко. Он когда присасывается, насасывается кровью, такое вот брюшко толстое. 1,5 сантиметра он был. Сложно не заметить, оказывается. Ну, знаете, у человека да. А у животного среди шерсти можно и не заметить, да. У человека, да, вот это одно еще из, правильно вы мне напомнили, одно из способов обезопасить себя от укуса – осматривать себя, своего ребенка, когда вы возвращаетесь из леса. Мы все любим в лесу отдыхать, это наше самое любимое развлечение, но надо понимать, что теперь это может быть опасно. Вот пришли из леса, осмотрели внимательно. Если есть клещ, то, конечно, нужно срочно, если есть возможность, в медицинское учреждение, потому что клеща надо сдать на анализ. Надо посмотреть, не инфицирован ли он. Если инфицирован, нужно проводить превентивную терапию. Татьяна Геннадьевна, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы на очень полезную тему. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.